Чуть ли не каждый третий ребенок, который оказывается на операционном столе с острым аппендицитом, поступает в приемный покой республиканской больницы с опозданием. Порой в день, а то и два. Есть случаи, когда детей привозили из районов спустя 2 недели от начала заболевания. И виноваты в этом исключительно родители. Взрослые списывают боли на кишечные колики, затягивают с обращением к врачам, занимаются самолечением и гасят симптомы обезболивающими таблетками, при этом стирая клиническую картину. Так что порой и медикам на местах бывает непросто поставить диагноз. Острый аппендицит – это воспаление червеобразного отростка, который находится в районе слепой кишки, то есть начального отдела толстой кишки. Грубо говоря, справа внизу его локализация брюшной полости. Острый аппендицит – заболевание непредсказуемое, может возникнуть в любой момент. Раньше в Советском Союзе у нас проводилось примерно около 1 миллиона аппендэктомий в год. Вот посчитайте на то количество населения, которое живет, то есть очень распространенное заболевание. У детей это заболевание тоже встречается часто. В год сюда привозят около 1500 детей с подозрением на острый аппендицит. Оперируют только 100, потому что заболевание по симптомам схоже с другими болезнями. И правильный диагноз может поставить только специалист, причем порой с привлечением дополнительных диагностических методов. Так чаще всего аппендицит принимают за острую респираторно-вирусную инфекцию, банальное ОРЗ, а протекание и вовсе может быть нестандартным. Вот и сейчас у нас есть мальчик, у которого заболевание началось не с боли в животе, а с боли в горле. То есть были какие-то явления ОРЗ, как расценила мама и как расценили на участке. Поэтому произошло небольшое затягивание с госпитализацией, всего лишь, казалось бы, на 2 суток, но этого хватило, чтобы у ребенка развился тяжелый перитонит. Высокая реактивность – именно это отличает юных больных аппендицитом от взрослых. Если последние могут тянуть до перитонита 3-4 дня, то детям достаточно и суток. При этом промедление в этом случае может привести и к летальным последствиям. В коме таких случаев благо нет, во многом благодаря хирургам, которые прикладывают усилия, чтобы вылечить даже самых сложных пациентов. В отделении отмечают, если неосложненный аппендицит можно излечить всего за неделю, то с перитонитом могут быть даже повторные операции. Прооперированный острый аппендицит на уровне неосложненного аппендицита – это достаточно благоприятная ситуация. Оперируем мы сейчас, как правило, без разрезов, лапароскопически, через проколы. Поэтому щадящая операция, в послеоперационном периоде не возникает спаечного процесса, то есть риск спаечной кишечной непроходимости практически уходит с повестки дня. Процент осложнений в таких случаях ничтожный, всего 0,5. После перитонита он возрастает в 50 раз. Самолечение становится более дорогостоящим, а нагрузка на детский организм возрастает многократно. Именно поэтому медики призывают родителей коми не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, едва появятся первые симптомы. Днем при болях в животе достаточно вызвать на дом педиатра. Вечером можно обратиться в приемный покой. Любовь Лапина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.